Только здесь у них микрофон. Записать расширенное интервью по делу депутата Фата-Дюрта с генеральным прокурором до этого не удавалось. Первым делом Аида Салянова прокомментировала давние обвинения адвокатов о том, что статьи, инкриминируемые депутатом, не соответствуют совершенному. Эти две статьи, о которых вы говорите, это публичные призывы и покушение на насильственный захват власти. По обеим статьям собраны достаточные доказательства следствием. Мы это доказывали в первой инстанции, мы доказывали это и во второй инстанции. И каких-то доказательств, которые бы опровергали те предъявленные обвинения, таких доказательств нет. Защита депутатов не раз критиковала и то, что уголовные дела против депутатов были возбуждены не самим генеральным прокурором, а ее первым заместителем. На координационном совещании генерального прокурора в Киев я назначила исполняющим обязанности генерального прокурора первого заместителя. Прежде всего, как я сказала, это основывается мое решение основывается на законе о прокуратуре. Я, значит, издала приказ. Такие приказы издаются все время. Салянова также заявила, что митинг 3 октября сложно назвать мирным. Во время вечерних оперативно-розыскных мероприятий у задержанных депутатов было обнаружено множество огнестрельного, травматического и холодного оружия. Зачем для мирного митинга столько оружия, задает ответный вопрос глава надзорного ведомства. Были пистолеты Макарова, охотничьи карабины Сайга, были травматические пистолеты, газовые пистолеты, ножи и более 200 боеприпасов. И, значит, мы констатируем, что оружие было, но даже если бы не было этого оружия, само, значит, намерение, значит, захватить власть. Генеральный прокурор считает доказанными все доводы обвинения. Призыв к захвату власти, предпринятые меры для этого. Егерде біреуіңердің башыңардан бір тал шаш түшкен болса, ертең ушул жерде 10 миң, 20 миң адам топталады. Мына ошондо биз бардығысын астық. Жарымыбыз барып кирип туруп азыр депутаттардын кабинетине жатышыбыз керек. Жарымыбыз барып туруп өкмөттүн үйүн алышыбыз керек. Өкмөттүн кабинетине жатышыбыз керек. Мен бүт элге, бүт журтка айтамын. Чогулгула. Кимиңерде байланышыңар болсо, элдерди чакыргыла. Бүгүн кечке чейин биз булардын бардын кууп чыгабыз, же болсо кумдар маселесин чечебиз туугандар. Свое отношение к решению второй судебной инстанции оправдательному приговору Салянова высказывает весьма сдержанно. Она склонна считать, что вердикт был вынесен под давлением толпы, но с оговоркой, что это не оправдывает судей. Но возникает другой вопрос. Если толпа действительно оказывала давление на судей, будут ли отвечать органы внутренних дел, которые не смогли обеспечить порядок в зале суда? Ответил генпрокурор и на обвинение депутата Таланта Мамытова, который заявил, что Салянова, председатель Верховного суда Фируза Джамашева и чиновники аппарата президента организовывают рассмотрение дела в ускоренном порядке и определяют состав судейской коллегии. Если помните, на той пресс-конференции он не привел ни одного доказательства тому, что он говорит. То есть это были пустые голословные заявления. То, в чем он обвиняет нас, это, в общем-то, уголовно наказуемое деяние. Талант Мамытов должен об этом знать, и если у него есть эти доказательства, он обязан предоставить правоохранительным органам.
Салянова также рассказала о ходе судебного разбирательства по делу Наримана Тюлеева, депутата фракции «Атаджурт», обвиняемого в мошенничестве бытность мэром Бишкека. Она подчеркнула, что во главе коррупционной схемы в мэрии стоял именно Тюлеев. Заявление Тюлеева и его защитников о том, что следствием не добыто ни одного доказательства, которое бы доказывало его виновность, оно не соответствует действительности и является таким последовательным введением общественности в заблуждение. В заключение генеральный прокурор отметила, что надеется на справедливое рассмотрение дела и вынесение адекватного приговора. Канат Каниметов, Алмаз Кариев, Общественный, Первый канал.